В эфире новости. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные новости к этому часу. В Хангаласском Улусе прошли практические учения по подготовке к весеннему паводку, о подготовке к ежегодному сезону. В Амге состоялась презентация уникального кинодокумента «Амга встречает однополчан», снятого в 1970 году. Что запечатлено на архивном видео? Новый высокий статус получили борцы Алекминского района после проведения в Алекминске большого республиканского турнира. Подробности соревнований. В Якутии приведено в готовность более 1100 резервных источников питания к паводку. По данным Министерства ЖКХ и энергетики республики, для обеспечения бесперебойного электроснабжения в регионе заготовлено 1188 единиц резервных источников питания. Как отметили в ведомстве, для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого и коммунального комплекса, а также для координации действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий в период весеннего половодья и летне-осенних паводков. В Хангаласском Улусе прошли практические учения по подготовке к весеннему паводку. В мероприятии приняли участие сотрудники местного отделения ГИМС, Центральной районной больницы и единой дежурно-диспетчерской службы. Наша коллега Виолетта Засимова также присутствовала на учениях. Алло, мы с другом пошли на рыбалку, и он провалился, а я сломал руку. Звонок о происшествии поступил на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112. Оператор немедленно передал информацию с геокоординатами в единую дежурно-диспетчерскую службу Хангаласского Улуса. Поступило сообщение о 2 пострадавших на острове Малютка, город Покровск. Необходимо провести эвакуацию пострадавших и оказать помощь. Как приняли? На указанное место на Буране выезжают сотрудники ГИМС. По легенде учений, 2 рыбаков отправились на остров Малютка возле Покровска, где один из них провалился под лед, а другой сломал руку, пытаясь ему помочь. Пока пострадавших извлекают с острова, на берегу развернут медпункт, готовый оказать экстренную доврачебную помощь. Такое мы впервые проводим, именно с разворачиванием полевого медпункта и так далее. Почему еще мы сегодня проводим такое учение? Потому что нам предстоит очень много мероприятий летних обслуживать, в том числе федерального уровня, Сабантуй, СЭХ, ну и сам паводок, конечно. Тем временем одного из пострадавших доставили на берег. Теперь настала очередь второго, который получил перелом руки. Чтобы избежать усугубления травмы, сотрудник ГИМС накладывает временную шину для безопасной транспортировки. Каждого пострадавшего доставляют на берег и после осмотра медиками отправляют на машине скорой помощи в медицинское учреждение. На этом показательные учения завершаются. Одним из наблюдателей является главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Николай Яковлев, который курирует все подготовительные мероприятия к паводку в Улусе. У нас это уже получается 3-е учение по району. Еще у нас предстоит учение по отгону скота. Это у нас совместно с департаментом сельского хозяйства, оно запланировано ориентировочно 24 апреля в селе Улаган. В целом подготовка к паводку в Улусе идет планомерно. Завершается зачернение льда на участке реки Лены возле Табаги, проводится проверка эвакуационных пунктов, налаживается система экстренного оповещения населения и реализуются другие превентивные мероприятия. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. В прошлом году автоматизированные гибридные энергокомплексы в Якутии сэкономили 1576 тонн дизельного топлива. А в этом планируется увеличить этот показатель до 2000 тонн. Сахаэнерго активно развивает возобновляемую энергетику в северных и арктических районах. На сегодняшний день в зоне ответственности предприятия действуют 32 солнечные электростанции. До 2027 года намечена модернизация 43 энергосервисных объектов. В настоящий момент в Сунтарской подстанции в 220 киловольт работает 2 мощных автотрансформатора, которые были установлены порядка 15 лет назад. Сейчас энергетики устанавливают 3-й. Специалисты передвигают суперагрегат весом 130 тонн к месту постоянной дислокации. Работа трудоемкая. Последние 100 метров передвижения продлятся еще 2 недели. В результате технического перевооружения мощность подстанции и уровень надежности электроснабжения для потребителей намного увеличится.
Восстановление заросших земель является одной из главных целей и задач сельского хозяйства Горного Улуса. Земледелие имеет жизненно важное значение, поэтому фермеры Улуса настаивают на включении в программу восстановления земель. Только при обработке больших площадей есть шанс сохранить поголовье крупного рогатого скота и лошадей. На сегодняшний день работы ведутся в Сологонской, Кюрелявской, Кировской и Бриджигистякской территориях. Крестьянское хозяйство Егоровых с 2015 года занимается земледелием и благодаря такому подходу имеют 30 гектаров сенокосных угодий. В Амге состоялась презентация уникального кинодокумента «Амга встречает однополчан» 1970 года. Документ обнаружили в Красногорском государственном архиве кино и фотодокументов. И вот в марте этого года видео привезли в архив Амгинского района. В короткометражном фильме запечатлели торжественные мероприятия, посвященные 25-летию победы в Великой Отечественной войне, увековечиванию имени отважного сына Якутии, уроженца Амгинского улуса, сержанта-артиллериста Григория Окорокова, о подвиге которого Якутия узнала через 25 лет. На презентации фильма приняли участие родственники Георгия Окорокова, земляки и те, кто были запечатлены в этом кинодокументе. Благодаря сотрудничеству администрации в лице Степана Николаевича Кузьмина и нашего директора Степана Ивановича Москвитина, они выкупили. И нужно отметить, что они первый улус, которые приобрели, то есть купили именно для своего улуса историю, такую историю о славном сыне своего народа. В Республиканском онкологическом диспансере Якутска состоялось открытие фотовыставки «Все лучшее впереди», а также школы онкопациентов. Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья и организовано совместно с организацией «Антирак. Поддержка выживших». Фотовыставка «Все лучшее впереди» посвящена женщинам, которые победили рак. В рамках проекта представлены фотографии пациенток, на которых запечатлены не только моменты их борьбы с болезнью, но и восстановления и обретения силы. Эти истории вдохновляют на новую жизнь и дают надежду всем, кто сталкивается с подобным диагнозом. В Усть-Алданском улусе для семьи Алоновых наступил знаменательный день. В мероприятии «Доброе имя останется сквозь века» презентовали 2 издания. В книге «Жили ради людей» описывается жизнь Николая Ивановича и Дарьи Тихоновны, участника Великой Отечественной войны и труженика тыла, одной из первых женщин-механизаторов-трактористов. После войны Николай Иванович трудился во благо своего поселка. Над книгой работали их сыновья Николай и Анатолий Олановы. В связи с кончиной старшего сына в этот день также выпустили одноименную книгу Николая Николаевича Алонова. Усунь-Кёль в основном, когда он начинал на совхоз, когда организовался, колхоз, то есть, не совхоз, там всего было 3-4 дома. Потом наш отец там организовал бригаду строителей, этих колхозников, и начали сперва частные дома строить, потом школу, клуб. В Мегино-Кангаласском улусе в селе Майя открыли выставку, посвященную 75-летию со дня рождения Марфы Кулисовой-Расторгуевой. Заслуженная артистка России, народная артистка Якутии внесла бесценный вклад в развитие искусства в республике. Марфа Петровна первой представила якутский таюк с профессиональной эстрады за рубежом в Париже в 1972 году. Ее уникальный голос национальным колоритом покорил более 30 стран мира. На выставке высказана идея о создании постоянного стенда, посвященного Марфе Петровне и ее старшему брату Юрию Платонову, которые были основателями якутской эстрады. Благодарен управлению культуры Мегино-Кангаласского улуса района и также нахаринцам. И, конечно, наш цирк тоже принял здесь участие. И очень интересная, хорошая выставка. И сегодня мы открыли, ее будут посещать еще 2 недели. Жители, молодежь, школьники. Поэтому это очень радостно и очень отрадно.
Новый высокий статус получили борцы Алекминского района после проведения в Алекминске большого республиканского турнира на призы компании «Нордголд». Чемпионат позволил юным спортсменам взглянуть на свои возможности после борьбы с сильными соперниками со всей республики. Тему продолжат наши коллеги. 2 дня в спортивном комплексе «Чароид» слышались громкие крики болельщиков. Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей собрал в Алекминске 170 участников из 11 районов республики, а также Ленска и Якутска. В течение 10 лет Александр Вениаминович Киселев, сам первый мастер спорта СССР по вольной борьбе от нашего Алекминского района, проводил свой турнир своего имени. Марат Николаевич Чердонов свой турнир проводил. И семья Селяева Василия Васильевича тоже проводили его честь турнир. И в прошлом году я проводил тоже турнир сам по вольной борьбе тоже среди юношей. Посоветовавшись, мы решили сделать, давайте все объединимся, да, и сделаем один турнир, который будет республиканский. Почетный гость, легенда спорта республики Павел Пинигин. Само его появление уже мотивировало юных борцов на достижение. Борец должен быть целеустремленным, терпеливым и огромное желание должен иметь. И должен обладать много арсеналов технических приемов. Без приема он никогда не победит. И должен еще признавать свои ошибки и дальше развиваться, обучаться, чтобы в следующий раз выигрывать. Бесценными стали уроки чемпиона мира и Европы по вольной борьбе Алексея Копылова. Вот молодым ребятам будет этот стимул, это мотивация, самое главное, что они борются не только между собой вот в районе, а целой республикой. За эти дни были отмечены не только юные победители, но и те, кто оставил яркий след в истории спорта. Отметим, что ребятам было за что побороться. Призы от компании «Нордголд» действительно достойны ярких событий. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.